Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Любовь или страсть? Что же на самом деле между вами? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, о том, кто вас интересует. Вспомните его голос, его глаза, его улыбку. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. А что же на самом деле между нами? Любовь ли это или страсть? Надеюсь, вы настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что происходит между вами на самом деле. Что происходит между вами? Так. Ну, тут вот кто видит, тот видит, да, здесь любовь. Высшая любовь, настоящая, искренняя, стопроцентная, но любовь это еще немножечко незрелая. Понимаете, ваша любовь, она зарождается, ваша любовь, она набирает силу, набирает обороты. Вот знаете, вот потихоньку, потихоньку она проявляется и в вас, и в нем. У вас же тоже возникают и вопросы, и сомнения, и гадания. Вы мое смотрите не просто так, потому что у вас одолевают какие-то сомнения относительно любимого человека. Его, кстати, тоже одолевают сомнения относительно вас. Вы знаете, вот у него больше чувств, эмоций к вам, вот честно скажу, больше. Здесь видите, как женщина сверху, извините. Женщина сверху, мужчина стоит, вот он ей ручки подставляет, коленочки подставляет, говорит, садись, моя милая, я тебя прокачу, да, я буду твоей лошадкой, я буду тебя бережно хранить и с этой стороны, и с этой стороны, с двух сторон, как ни посмотри, здесь мужчина, он больше любит, он больше чувствует, он больше, как бы, знаете, вот за отношения, как, ну, вкладывается, что ли, больше в отношения, либо хотел бы вкладываться больше в отношения. Здесь мужчина за женщину, не за женщиной, а за женщину. Ему очень важно ваши отношения, ваш комфорт, чтобы вы себя хорошо чувствовали. Этот человек побаивается вас, он побаивается получить отказ, он побаивается получить отворот-поворот, понимаете? Очень страшно. Вот он каждый раз перед встречей с вами, у него два состояния. Первое – это жуткое волнение, эйфория и волнение, да, эйфория, потому что ждет, мечтает, надеется, и волнение, потому что не знает, как с вами правильно разговаривать, как к вам подойти, с какой стороны, что можно говорить, что нельзя. Конечно же, он очень переживает, ему не нравится это состояние волнения. Но хотелось бы ему более каких-то открытых, более, может быть, дружеских отношений. Как с вами выйти на эту дружбу, он не совсем хорошо понимает. Поэтому пока он, ну, он страдает, что тут скажешь. Очень сильно боится быть непонятым, либо понятым превратно. У этого человека очень глубокий внутренний мир, у него много фантазий, у него много мыслей. Но с вами он ведет себя либо абсолютно как вот бревно, да, скучный, костоязычный, вообще просто сидит там, молчит себе под нос. Либо наоборот, человек попадает в другую крайность, когда он начинает вести себя как такой, ну, супермачо, не знаю, мега-альфонс. Да, он там рассказывает, какой он там крутой, сколько там за ним бегали, что он сделал, чего добился, какой он классный, ну и все в этом духе. Этот человек, он внутри очень сильно переживает, очень болеет, он просто болеет вами. Страшно, что вы бросите, страшно, что вы уйдете. Когда между вами интим, когда между вами страсть происходит, то здесь, конечно же, он, ну, расслабляется, и он летает в облаках. Таких отношений ярких, открытых, доверительных, я бы даже сказала, у него никогда ни с кем не было. Только лишь с вами он получает, ну,
удовольствие по полной, да, ну как это можно еще сказать, мне прям стыдно говорить об этих вещах, но тем не менее. Смотрите, любовь, вот она любовь, и один вы пытаетесь эту любовь растить, хранить, и он пытается эту любовь растить и хранить. Понимаете, вы в этих отношениях еще очень много пройдете, вы как будто бы в начале пути стоите. Здесь будут еще и какие-то, может быть, даже и ревности, и, может быть, какие-то даже недопонимания, наоборот, какие-то нежности, ласковости. Все это у вас будет. Вы в начале вашего пути, и даже если вы, например, уже продолжительное время встречаетесь, да, и даже если вы в браке находитесь, я вас уверяю, ваша любовь еще созреет. Придет время, когда вы будете чувствовать себя наполненной, когда вы будете понимать, что да, вот он мой любимышка, вот он мой хорошенький, да, и он также будет к вам относиться. И поймете вы, что самые дорогие и близкие вы друг другу люди, и что никто вам не нужен, и что вместе вы хотите пойти рука об руку и состариться и умереть, как говорится, в один день. А пусть он настанет через 1000 лет. Понимаете, вот такой момент. Эти чувства, они растут вместе с вами. Мужчина старается как может. Он считает, что он вообще все делает в паре, в отношениях. А вас он считает немножечко какой-то вот капризной, что ли, да, какой-то немножечко легкой, поверхностной иногда вас считает. Он искренне, каждый раз он искренне переживает, что вы ему откажете. Каждый раз он переживает, что вы его пошлете. Вот честно, да. Вот представляете, с каким стрессом он идет к вам навстречу. Представляете, какой стресс с вами находиться вместе, ловить каждый ваш, не знаю, не то что слово, да, даже поворот вашей головы ловить. Этот человек уже, ну, немножечко подустал, вы должны его расслабить. Если вы хотите дальше развиваться с этим человеком, вы должны с ним поговорить. Не надо, я вижу, что вы тоже достаточно скромная, что вы тоже не хотите прям все ему показывать, рассказывать про свои чувства, не хотите навязываться, понимаете? Вы не хотите навязываться. Но вам, если любите, если вы действительно хотите продолжать, нужно разговор, нужно разговаривать, нужно объяснять, нужно говорить, что чувствую, что понимаю, что у меня на сердце. Потому что по-другому эти отношения, они не сложатся. Здесь уж слишком вы разные, уж слишком вы такие прям друг друга цените, да, как хрустальные вазы друг друга носите. Причем, еще раз говорю, у мужчины сдают нервы. Он может просто-таки без причины, на ваш взгляд, без причины срываться в какие-то крайности. Даже лишний раз вот он желает вас видеть всегда, он всегда вам рад. Но иногда он бывает просто не готов, не подготовленный, там, может быть, он не бобрит, может быть, он там не в лучшем состоянии, да, и он думает, господи, ну она же увидит, какой я убогий, и сразу же от меня откажется, ну что ж мне делать? И этот мужчина может прятаться, этот мужчина может отказывать, этот мужчина может отмалчиваться, придумать какие-то отговорочки, да, он будет сидеть по вам слезы лить, при этом он будет, например, там растрепанный и не выйдет к вам, чтобы поговорить, да, либо выйти с вами на связь. Здесь вам, мои дорогие девочки, нужно выбирать очень такую тактику вот общения, да, может быть, даже где-то похожую на материнскую. То есть дать ему понять, что он вам нравится любой, и любому вы ему рады. Да, ну, конечно же, не когда он там грубит, хамит и прочее. Дайте ему понять, что вместе вы должны учиться строить отношения, что, может быть, и у вас, может, вам лет, например, много, да, но опыта вот таких вот прям добрых, открытых отношений не было. И что вы вместе можете учиться строить, выстраивать отношения, дружить, общаться, что все это должно идти от сердца, что не нужно ничего скрывать. И если тебя что-то где-то беспокоит, то ты должен прийти и об этом мне рассказать. Страсть у вас, конечно, тут безумная. И если у вас есть интим, то тут, конечно, ну... Что мне вам говорить? Да вы же сами знаете, да, какой он в постели. Вы для него богиня. Богиня, чертовка, соблазнительница, совратительница, но при этом самая-самая прекрасная, самая дорогая и самая любимая. Знаете, страсть ваша, она будет еще долго бить ключом, но она потихонечку сойдет вот на более спокойные отношения. И тогда между вами воцарится вот та самая искренняя, чистая и любовь
любовь и дружба, понимаете? И любовь и дружба будет между вами. Вы дойдете до такого состояния, что вы просто будете читать мысли друг друга. Представляете? Вот на расстоянии. Телепатия, да? Настолько вы будете эмпаты к друг другу, что вам и говорить-то не нужно будет. И вы не будете чувствовать себя одинокими, и вы не будете переживать, что между нами там какое-то, может быть, не слишком активное общение. Вам будет прекрасно вдвоем и посидеть, и помолчать, и поговорить, и погулять, и, извините, интиму предаться. Вы выйдете именно на такой уровень наслаждения друг другом, о котором многие даже, ну, не то чтобы там не мечтали, да, даже и представить себе не могут. Эти отношения, они очень дорогие. Вы знаете, в этих отношениях придет время, когда мужчина будет за вами, ну вот как нянька ходить, ухаживать, да. То есть если вы заболеете, он будет за вами ухаживать, будет вас лечить, будет вам помогать. Если с ним что-то случится, то вы тоже без всякого пойдете на то, чтобы его спасать, лечить, выручать. Понимаете, очень такие безотказные, да, не безотказные. То есть такие отношения, которые и в огонь, и в воду. И этим они и ценны. Мои дорогие, развивайте ваши отношения, чтобы ваши отношения не страдали и не закончились до срока. Поговорите, поговорите, откройте душу. Стеснение, скромность, конечно, это хорошо, но это было хорошо, может быть, несколько столетий назад. В наше время люди должны общаться и проговаривать все. Вам же нужен партнер, равноправный партнер, да, говорите с ним, говорите, что чувствуете, говорите, что думаете. Он, уверяю вас, ответит вам тем же, и тем вы сможете лучше друг друга узнать и продвинуться в отношениях еще дальше и глубже. Все у вас будет замечательно. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.